Ну, хотелось бы поприветствовать. Доброе утро еще, да, у нас? Доброе утро всем, коллеги. Спасибо большое, что вы смогли посвятить сегодняшний час сегодняшнему вебинару. Я хотела особо поблагодарить Нурилю Алмазбековну, да, которая любезно согласилась нам рассказать, потому что эта тема была очень актуальна. Вот мы на прошлом вебинаре и во время заседания первой рабочей группы в рамках данного проекта мы, помните, обсуждали, и действительно эта тема о реабилитации, о проведении обрядовых церемоний и так далее, тоже это такая тема как бы актуальная для всех нас, и поэтому, тем более, что этот вебинар будет распространяться, мы его, значит, информацию эту будет распространяться и через соцсети, и в Ютубе для более широких слоев населения, поэтому очень важно как раз-таки получить информацию из первых рук. Поэтому спасибо большое, Нурилия Алмазбековна, что вы согласились об этом рассказать. Кроме того, вот я хотела поблагодарить представителей муфтията, Джурабаджи, да, представители отца Алексея, Реби Шарки, большое спасибо. Шашинбек Байке, вам спасибо, что вы смогли сегодня тоже присутствовать, потому что судить, как бы услышать ваше мнение, информацию, как вы сейчас это все проводите и так далее. То есть это будет буквально информация из первых рук. И насколько вот мы понимаем, в принципе, мы как бы проводим впервые такой вебинар именно по этой теме так комплексно. Кроме того, конечно, мы будем готовить уже информационные материалы, которые будут распространяться. И вот как раз-таки тоже со стороны Минздрава, да, со стороны центра, и будем тоже, как бы, будет и это печатный материал, а также материалы в электронном формате. Вот, теперь я бы хотела, и поблагодарить, конечно, Госкомиссию по делам религии, потому что вот этот проект не был бы реализован без их помощи, и, конечно, их поддержка очень нам важна на всех этапах и подготовки, в том числе этого вебинара. Сейчас я хотела бы передать слово уже Расулу, это наш, знаете, наш модератор постоянный, и Айпери, как менеджеру проекта, которые могут уже дальше по программе идем этого нашего вебинара. Расул, вам слово. Спасибо. Спасибо большое, Шакират. Спасибо большое. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего нашего вебинара. Изначально, конечно, планировалось проводить данный вебинар на кыргызском языке с переводом субтитров на русском языке, но я думаю, здесь у нас большинство получается русскоговорящих, поэтому, наверное, мы продолжим начнем на русском языке. Кому удобно будет, может на любом своем языке говорить. У нас здесь будет перевод. Перевод будет в титрах. Вот вы можете в сообщениях видеть, да? И сіздерге қандай тіл ыңғайлы болса, сол тілде сөйлей бересіздер. Как сейчас отметила Шакират, программа второго вебинара называется «Профилактика COVID-19. Постковидная реабилитация и основные правила и требования, введенные в отношении проведения религиозных обрядов на территории Кыргызской Республики в период пандемии». И сегодня нашими гостями является директор Республиканского центра укрепления здоровья Алтымышева Нурилия Алмазбековна, которая достоверную информацию по данной тематике. И далее, я думаю, эта информация будет распространяться через наши каналы. Также мы пригласили в качестве гостей и спикеров заместителя муфтия Кыргызской Республики Джурабаджи Шардазиева, который с нами поделится
о практике применения ДУМК, правила и требования, введенных в отношении проведения религиозных обрядов на территории Кыргызской Республики в период пандемии. И такую же информацию мы будем рады услышать от представителя Русской Православной Церкви, от отца Алексея. И затем мы хотели бы сделать маленькую дискуссию, вопросы-ответы на данную тематику тех религиозных представителей, которые сегодня участвуют. Сейчас я хотел бы остановиться на некоторых вещах. Данный вебинар записывается, он идет в записи, и данный вебинар мы будем уже выставлять информационный канал на свои каналы в социальных сетях, на Фейсбуке и на своих сайтах, чтобы как можно больше людей услышали, получили информацию по данной тематике. Кроме того, мы хотели бы, и мы надеемся, что данная информация будет и рассылаться и по вашим каналам, посредством ваших каналов, посредством каналов Муфтията, посредством канала Русской Православной и всех других. И, конечно, мы пригласили здесь журналистов, которые тоже, мы надеюсь, будет освещать данное мероприятие для широкой общественности. Итак, позвольте мне передать слово директору Республиканского центра укрепления здоровья Нуриле Алмазбековне, чтобы она дала информацию о правилах профилактики COVID, о постковидной реабилитации и об основных правилах и требованиях, введенных в отношении проведения религиозных обрядов во время пандемии. Добрый день, уважаемые наши партнеры. Я очень рада, что есть такая платформа, где мы можем с вами встретиться, переговорить, обговорить с вами. Я хотела показать вам сейчас презентацию свою. Сейчас, минуточку. Так, ага. Видно, да? Да. Айпери, презентацию видно, да? Или... Да, видно, Да. видно. Вот нормально, да, сейчас, да? Да, теперь Да. хорошо. Такая большая тема получилась, как профилактика COVID, постковидная реабилитация и основные правила и требования, введенные в отношении проведения религиозных обрядов. Так, первый слайд. Так, минуточку. Видно, да, первый слайд? Да. Вот я хотела бы остановиться, что вот фактор, влияющий на здоровье. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, и вы увидите, что 50% зависит от нашего поведения, которое влияет на наше здоровье. 10% это наследственность, которая очень сложная, даже вообще невозможно воздействовать. Это у нас идет генетическая наследственность. 20% зависит от нашей медицины. То есть это фактор, влияющий на здоровье. И вот тут вы как видите, 20% это экология, это говорит о нашем окружающей среде. Что я хотела сказать? То есть основной 50% все зависит от нашего поведения. От нашего поведения, от нашей привычки, от наших навыков. Так, следующий слайд, да? Посмотрите, пожалуйста, вот второй слайд. Я сейчас, можно, уберу, что мне мешает. Так. Вот принять, да, что здесь мешает мне что-то, да? Посмотрите, пожалуйста, основные причины смертности в Кыргызстане. Ежегодно в Кыргызской республике в среднем умирает 40-41 тысяч людей. То есть, если посчитать в год, то у нас в день умирает около 100-115 людей. Это ежедневно. Рождается в год, у нас в Кыргызстане рождается около 150, да, 130 тысяч детей. Ну, вот такая у нас смертность, да. И посмотрите, пожалуйста, от инфекционных паразитарных заболеваний у нас умирает в год 4%. Во время рода и в последующий период около 5%. По неизвестным причинам у нас умирает 3%. Травма, отравление и другие причины у нас до 8%.
И как вы видите, основную долю здесь представлено неинфекционными заболеваниями. Что у нас произошло во время COVID? Во время COVID именно смертность, то есть летальность, мы говорим, чаще была среди тех людей, у которых были неинфекционные заболевания. То есть в первую очередь умирали те, у кого был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Понимаете? То есть усугубляли их эти основные заболевания, и вот эта смертность тоже во время ковида показала вот такую высокую смертность. И именно в когорте тех людей, у которых были неинфекционные заболевания. Вообще-то вот эти неинфекционные заболевания в течение жизни, в принципе, можно было предотвратить. Как? Вот наша основная программа у нас в Кыргызстане, во всем мире, мы всегда говорим о том, что вот эти неинфекционные заболевания, это правильный образ жизни, правильное питание, физическая активность. Те страны, где проводится вот такой правильный образ жизни ведут, то заболеваемость неинфекционным заболеванием намного меньше. Тоже большую роль играет это табак, алкоголь, спорт, понимаете? Вот это все воздействует и дает такую большую процент неинфекционных заболеваний. Так, минуточку, я сейчас... Ссылка не проходит. Вот это окошко, которое мешает, оно можете вы в центр поставить. Да, я куда все, он... да? Да. Угу. Теперь видно, да? Посмотрите, пожалуйста, я просто хотела вкратце, это не лекция, я вкратце хотела рассказать, что такое эпидемиологический процесс. Эпидемиологический процесс, для того, чтобы была вспышка или какая-то инфекция, обязательно должна быть такой триада. Это должен быть возбудитель. В данном случае нашим возбудителем явился COVID, коронавирус SARS-CoV-2. Должен быть восприимчивый человек и окружающая среда. Если у нас имеется, например, вакцинация, допустим, да, если мы вакцинировали, в данном случае у нас было, если вакцинировали человека, то, имея возбудителя, имея все факторы окружающей среды, все равно этой вспышки не было бы. То есть не было этой инфекции, то есть человек не болел бы. Но так как у нас не было воздействия вот этот человек, вакцинации, да, и у нас, получается, возбудитель был, и присутствие человека, то основные мероприятия у нас шли на окружающую среду. Что это значит? То есть, давайте на примере скажем. У нас корь, давайте актуально, да, возьмем. От кори есть у нас вакцина? Есть. То есть мы вакцинируем человека. И вот в этой триаде, да, если человек вакцинирован, если даже есть возбудитель, если даже больной кори, ребенок будет даже целовать, обнимать ребенка второй, то заболевания не будет. А в нашем случае, в эпидемиологии, когда нет вакцины или нет специфического лечения, то основной момент уходит на воздействие окружающей среды. Так, следующий слайд. Я опять... Секундочку. То есть, вот видите, видно, да? То есть мы должны воздействовать. Если в этой триаде даже одного угла не будет, то уже не будет этого эпидпроцесса. И в зависимости от этой триады. Посмотрите, пожалуйста, это данные вчерашнего дня, данные от 17:08, уже в 11 часов уже новые данные сказали, видимо, я это не просмотрела. Вот посмотрите, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 41 991 случай на 17 число. Выздоровело 34 537, умерло 1496, да? Из них легкой формой, вот у нас было 88%. Средней тяжести у нас было, переболело 16%, и тяжелая форма 3,2%. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация, как вы знаете, уже нормализируется. Однако нам еще рано радоваться, потому что, как уже такой общий термин, как люди уже привыкли говорить о второй волне, вторая волна всегда об этом говорят, то буквально через месяц, это начиная сентябрь-октябрь, начнется подъем у нас сезонной заболеваемости. У нас кроме коронавирусной инфекции есть еще более 100 вирусов, это грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции и так далее. И в этот момент, возможно, будет наслоение тех людей, которые не переболели коронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день, возможно, уже основная масса в Кыргызстане переболели, но есть тот процент, который не переболел. Если это произойдет всплеск вот в этот момент, именно в октябре месяце, то у нас даст, как бы сказать, будет такой микс инфекции и будет, может быть, больше осложнений. Но в любом случае, уже по нашим ожидаемым прогнозам, смертности будет однозначно меньше. Потому что вот здесь уже будут тоже другие инфекции. И я думаю, у нас у страны есть опыт уже оснащения в больницах, у нас протокола хорошие, и мы думаем, что вот в этой второй волне мы уже будем более подготовлены идем. Так, следующее. Посмотрите, пожалуйста, основные принципы лечения ковида вы уже все знаете. Специфического лечения ковида нет. Да, на сегодняшний день, вот вчера, на прошлой неделе президент Российской Федерации сказал, что есть, уже разработала вакцину от коронавирусной инфекции. Знаете, наша страна, видимо, мы, я не знаю, какое примет решение, но, скорее всего, без доказательной базы наша страна не будет принимать эти вакцины. Мы не будем проводить какие-то исследования или так далее. То есть у нас должна быть хорошая доказательная база, что эта вакцина работает, что не будет побочных эффектов. Только после этого мы можем внедрить в нашей стране. Поэтому, скорее всего, в этом году мы закупать эти вакцины не будем. Как лечат? Давайте я просто коротко остановлюсь. Есть симптоматическое лечение от температуры, лечение вторичной инфекции идет. Как вы знаете, у многих присоединяется вирусная инфекция, еще бактериальная инфекция, витаминная дезинтоксикация идет. И о лечении тяжелых больных, лорик, мы не будем останавливаться. Давайте мы остановимся от профилактики. Знаете, на первом месте в профилактике это частое проветривание помещения. Это очень важно. Смотрите, вот у меня тоже, я в кабинете, у меня всегда открыты окна, потому что ко мне приходит очень много людей, я принимаю очень много людей. И вот когда разбавляется воздух, да, вирус он уходит на улицу, и таким образом и здесь очень мало, мой кабинет не является фактором риска. Так, вот видите, да, это часто проветриваемо, мы поставили на первое место даже. Так, по всем исследованиям по профилактике личной гигиены, даже тоже на первом месте стоит это профилактика мытья рук с мылом или обработка антисептиком. Почему это очень важно? Уважаемые коллеги, я хотела бы оставить, да, мы на первом этапе говорили, что необходимо мыть руки, надо мыть руки, но у мытья руки есть свои особенности, надо мыть руки не менее 20 секунд. Это очень важно, 20 секунд, потому что это время, когда погибает вирус, понимаете? Мы обрабатываем, надо мыть руки именно с мылом и обрабатывать 70% антисептиком. Не 40, не 30%, а это антисептик должен быть 70%. И вот то, что у нас в аптеке продается, это 70% антисептиков. И есть техника мытья рук. И обязательно мы должны соблюдать технику мытья рук. И этот антисептик не должен быть не менее 2 или 3 мл. Почему? Это очень важно, потому что этот антисептик 2-3 мл, а мы обрабатываем, руки не высыхают, и именно после этой обработки буквально в течение 20 секунд. Это время, когда это погибает коронавирус на руках. Это очень важно. Следующее. Соблюдение дистанции с окружающим не менее 1 метра. Если мы посмотрим, у нас в культуре народа, нашего народа, мы любим рукопожатие, мы любим обниматься, мы любим целоваться. Вот это в наше время нельзя. В наших реалиях мы должны научиться уже жить по другим правилам. Посмотрите, пожалуйста, почему не было такой вспышки, например, говорят, именно, например, в Японии, допустим, да, они никогда, оказывается, вот они обязательно соблюдают именно вот это дистанцирование. У них приветствуют даже на уровне метра, они приветствуют друг друга, оказывается, не обнимают, не целуют. То есть вот это мероприятие, вот эта дистанция очень важна как профилактическое мероприятие. Ношение масок в общественных местах. На сегодняшний день маски будем мы носить еще долго. Будем носить маски долго. Так, сейчас минуточку, да.
Дело в том, что сейчас очень много вопросов задают, я знаю, что и у вас готовы, какие маски мы должны носить. Конечно, желательно носить одноразовые медицинские маски. И по мере загрязнения или по мере того, что когда они становятся влажными, необходимо их выбрасывать, утилизировать. Однако у нас это не получается. И есть определенные правила для ношения масок. Необходимо ее выполнять нам. Мне кажется, вы уже все знаете, мы эти правила вам дадим, информационные материалы. То есть определенные правила для ношения масок. В маске нужно надевать только, руки должны быть чистыми. Так, а потом, это уже по ходу будет, да? Потом профилактика, посмотрите, прикрывать рот и нос при кашле и чихании. Вот этот этикет кашля, он у нас должен, мы с этим должны жить, это однозначно. То есть это элементарные правила, зато это очень важно. Профилактика, я об этом говорила, что необходимо воздержаться от рукопожатия, объятий, поцелуев во время приветствия. Очень сложно, это привычка у нас у всех, мы должны жить, я говорю, в новых реалиях, мы должны отказаться от этих многих наших привычек. Понимаете, когда мы говорим о профилактике, здесь нет необходимости какой-то новой ступени, что-то новое, понимаете, это элементарные правила. Это те элементарные правила, буквально это 4-5 правил. Если мы будем соблюдать эти элементарные правила, то это была бы очень большая работа именно по противодействию коронавирусной инфекции. За этот период с января месяца, как уже сказала, с 31 января у нас 2020 года у нас был создан оперативный штаб при Министерстве здравоохранения. За это время оперативным штабом было очень много дано протокольных поручений всем организациям здравоохранения, в том числе Республиканский центр укрепления здоровья. Мы тоже провели огромную работу. Я в прошлый раз об этом говорила, не буду останавливаться. И одни из наших работ это была разработка информационных материалов. Знаете, что я бы хотела сказать? У нас есть очень много учебных программ в школах, да, вот и медресе тоже разработанные есть. Вот там мы об этом и говорили, о гигиене рук мы говорили, допустим, да. То есть вот эти многие санитарные нормы уже мы как бы обучаем школу. И только сейчас при ковиде мы начали обращать внимание, что вот эти здоровый образ жизни в школах надо прививать, что надо это развивать, что надо это внедрять. И вот в зависимости от этапа были разработаны информационные материалы. Вот в данный момент Духовное управление мусульман Кыргызстана, это была разработана информация в июне месяце, кажется. Сейчас Джировая Аджи здесь сидит, кажется, в июне месяце мы разрабатывали, помните, когда разрешили поэтапное уже возобновление работ началось там, и тогда, когда открылись мечети, вот в июне месяце, и тогда совместно с ними вот разработали вот такие информационные материалы. Я не буду на них останавливаться, кажется, вы об этом знаете, да? Коронавируска эскертмеды написали. И здесь были основные требования. Мечетке парк намаздары ғана оқуға келіш керек деп айтылған. Здесь тоже обязательно духовный мы говорили. Әркім өзінің жай намазымен келсін деп айтылған. Намаз оқыған учурунда дистанция 1 метр болсын деп. Учурашу, коштошто, кол алышу, жана кучакташу болбойт деп айтылганбыз. Зарылсыз жоқ болса мечетке көпкө кармалбагыла деп сүннөт намаздарын үйдөн окуп мечетке дарак менен келүү деген сунушталганбыз. Ана ага эметкенбиз дагы мен айтканбыз, что клиникалар бар болсо, жетүүлүк температура болсо, алар үйүндө калсын, мечетке келбесин деп айтылган. Андан кийин дагы бир эскертме берилген. Мечет жана намаз кыларынын ичинде термометрия өткөрүлсүн деп 37-5 градусный өйдө болсо, алар кирбесин деп, мечиттерден киришине антисептик орнотулсун деп, ушундай условия коюлган мындай.
мечітке келгендерден беткап сағынысу талап қылғанбыз, намазды мүмкін болушыны сыртта uyuштырусу камсыздоо болсун деп. Ушу сунуштун баарын, вот эти все рекомендации мы делали вместе с Духовным управлением мусульман. Вот тут у нас отец Алексей, да, мы с вами разрабатывали тоже такой информационный материал в тот момент. Меры предупреждения по распространению коронавирусной инфекции для храма во время совершения богослужения и приходской жизни и рекомендации для прихожан во время посещения храма. Дело в том, что у нас, вы знаете, во время ситуации, возможно, на сегодняшний этап, может, в сентябре месяце нам необходимо разработать уже другие мероприятия. Возможно, это мы должны с вами уже обговорить. Кроме этого, уважаемые наши партнеры, например, я говорю, мы разрабатывали более 50 наименований информационных материалов, и когда уже возобновлялись работу, например, да, вот посмотрите, меры соблюдения безопасности торговых объектов. Вне зависимости от религии, конечно, мы должны были соблюдать эти меры, что должно быть в торговых центрах, магазинах, тоже должны надевать маски, использовать антисептики, также соблюдать санитарное дистанцирование и так далее. У нас такие же санитарные нормы были даны базарам, тоже мы базары посещаем, что не ходите с детьми на базар, покупайте, список должен быть у вас, покупайте, сразу необходимо уходить. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что именно фактором риска, вот то, что у нас было подъем в июне месяце, один из факторов явилось посещение людей именно в общественных местах, использование общественных транспорта. То есть, я говорю, один из факторов. На сегодняшний день мы будем изучать, что послужило, почему у нас был такой большой всплеск именно в июне месяце. Об этом мы тоже будем работать, проводятся исследования у нас на сегодняшний день. И по этим результатам мы вам тоже можем как-то потом еще рассказать. Но сразу мы скажем, один из факторов, это у нас начали стои везде, как знаете, начали ходить друг к другу в гости, именно вот это посещение общественных мест. И, видимо, одно из важных было то, что они не верили, что есть коронавирусная инфекция. Я просто хочу сказать, вот помните, вот этот Курманайт, да, я как раз пошла тоже на базар, там вот мало-мало так мы пошли, и там сидели женщины, продавали вот эти пакеты для мяса, да, и вот они сидели все без маски, вы представляете, это пик. И просто когда подошла и спросила, почему вы без маски, вот даже в тот момент, когда в день у нас умирало по 70-80 людей, она ответила, я не верю, что есть эта инфекция. Я опять хотела показать такой один из информационных материалов, например, предупреждение, тоже наши, независимо от нашей религии, многие наши работают в организациях, в госучреждениях, тоже для них разрабатывали такие информационный материал на тот момент, что необходимо, даже если будут, что ответственность несут не только просто люди и работодатели, они тоже должны создать все условия, чтобы у них не заразились. То есть, опять же, это проветривание, многие работают в банках, допустим, да, многие в соцфонде или в налоговой, и мы к ним обращались, мы ходили, их обучали, что необходимо создать условия для проветривания, создать условия для обработки рук антисептиком, создать условия на рабочих местах, расставьте столы так, чтобы дистанция была не менее 1 метра. Вы знаете, во многих банках это выполнили, они наши приглашали, наши ходили и обучали. И просили создания фильтра у входа в офис. Что такое фильтр? Это когда входят в офис, чтобы соблюдали физическую дистанцию не менее 1–1,5 метра, чтобы обязательно было проводить термометрию, установка этих санитайзеров. То есть вот этот фильтр мы рекомендовали и для вот, Духовного управления мусульман, и для церкви, и вот они тоже приняли, согласились, что это важно. И, конечно, соблюдение мер личной гигиены. Если вы знаете, с января месяца по всем каналам, по всем информационным агентствам, нам помогают и другие министерства культуры, все мероприятия мы организуем, опять мы говорим, мытье рук, соблюдение дистанции, ношение масок, соблюдение респираторной этикеты и обмениваться приветствием, прощания без рукопожатия, объятий. Понимаете, это очень простые меры. Я, кажется, уже что-то долго, да, говорю.
Так, по реабилитации. На сегодняшний день, уважаемые коллеги, сейчас разрабатывается именно методическое руководство именно по реабилитации. Это руководство очень большое будет, потому что, да, почему? Потому что там те люди, которые переболели тяжелые, средней тяжести заболевания, они должны продолжить лечение на дому, потому что имеется случай после, например, реанимации, они выписываются, не принимают лекарства, они возвращаются или в тяжелой форме в клинике, или же умирают. Что бы вы хотели порекомендовать тем, кто переболел в общем, да? Это правильное питание. Обязательно правильное щадящее питание. Сейчас у нас лето, у нас очень много фруктов, овощей, должны правильно питаться, легкое, дробное питание обязательно должно быть. Мы говорим о физической активности. Что входит в физическую активность? Здесь необходимо, если человек в день не менее 30 минут, они должны обязательно ходить. Если при ходьбе они чувствуют одышку, они должны остановиться, отдохнуть и пойти дальше, потому что есть у нас люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. Очень немаловажную роль играет режим сна, не менее 7-8 часов обязательно. Обязательно большую роль отношения к стрессу. И, конечно, мы говорим об избавлении от вредных привычек, то есть табак, курение, это очень вредно. Как никогда сейчас актуально вести здоровый образ жизни. Мы увидели, что от коронавирусной инфекции нет специфического лечения. И только основную роль сыграет это наш иммунитет. Поэтому здоровые люди, кто занимается спортом, они меньше болели. И если и болели, то проходило это в легкой, тёплой форме. Так, теперь посмотрите, у нас есть приказ Министерства здравоохранения. Давайте мы поговорим о захоронении. Приказ Министерства здравоохранения номер 507 от 10 июля 2020 года о порядке захоронения умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии неуточненной этиологии. Ну, первые 3-4 пункта здесь говорят о том, обращаясь к врачам, что необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Я на ней не буду останавливаться, это больше для медиков. Последующем мы говорим о том, что лица, принявшие участие в омовении умерших, должны надевать одноразовые перчатки, тоже средства защиты, водонепроницаемые фартуки, одноразовые использования, которые после дезинфекции подлежат уничтожению. И выполняющий подготовку к телу не должен целовать умершего, тоже мы обязательно об этом, потому что не должно быть контаминации. В подготовке тела не должны участвовать дети, пожилые люди старше 60 лет, и лица с хроническими патологиями, у кого есть сахарный диабет и так далее. И при захоронении трупа в соответствии заворачивают простыни, то есть саван, обильно смочено 0,5% в дезинфицирующем растворе. Знаете, я просто хотела обратиться, что Министерство здравоохранения, мы нигде не прописывали, что надо оборачивать их в целлофан. Нет необходимости, уже вот достаточно заворачивать простыни. И по возможности следует максимально сократить контакт с родственником с телом. Лица с симптомами респираторных заболеваний не должны присутствовать на церемонии похорон. В крайнем случае, если невозможно, должны носить медицинскую маску, которую надо менять каждые 2 часа. И похоронная церемония должна быть ограничена близкими родственниками. Опять вопрос, что должны быть близкие родственники? То есть только сам родные, близкие должны быть, желательно похорона, потому что именно похороны являются местом скопления, и поэтому это наши требования Министерства здравоохранения. Сейчас ко мне подходит, говорит, я должна завершать презентацию, просто вот сами такую большую тему дали, я хотела 10 минут рассказать вот то, что вы попросили. Так, вот тут еще перевозка умерших от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, осуществляется специализированным транспортом. Этот транспорт должен быть дезинфицирован. И не требуется выделение отдельного земельного участка для захоронения умерших от коронавирусной инфекции, вызванным COVID-19. То есть захоронение проводится традиционно на общих кладбищах. Знаете, еще по телевизору, везде, когда я вижу на захоронениях, вот они надевают вот эти костюмы, как это сказать, ну, костюм, как вот телепузик, как правильно его назвать? Вот этот защитный полный костюм, нет необходимости их надевать. Вот эти защитные костюмы, даже у нас сейчас, согласно новому приказу Министерства здравоохранения, у нас даже в отделении реанимации надевают просто одноразовые халаты, самое главное респиратор, щиток,
и одноразовые халаты. И вот нет необходимости уже надевать эти костюмы. Вот, спасибо за внимание. Если у вас вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Нурлия Алмазбековна, за очень нужную, достоверную и вполне краткую информацию. Тема очень большая. Большая получается. Да, очень большая. И у наших участников тоже очень много вопросов появилось. Давайте мы проговорим регламент. Конечно, вопросов будет много, вопросы будут, я чувствую, большие, но давайте каждому участнику, кто захочет, по одному только вопросу, и регламент, вопрос не более 1 минуты. Пожалуйста, постарайтесь сформулировать как можно короче свой вопрос. Да, краткость таланта. Пожалуйста, у кого есть вопросы, я буду вот по картинке. Расул, тут еще в чате очень много вопросов задали. Может быть, мы как бы тоже их озвучим, да, потому что вот в чате были по ходу презентации. Да, были вопросы в чате тоже. Вот по статистике тоже были вопросы. Ну, вот я, честно, знаете... Давайте я зачитаю. Камиль Рызаев написал: все данные по эпидемиологической ситуации даны на 17 августа, даны в процентах. Не могли бы вы уточнить данные в количественном выражении? Насколько я помню, там были данные в количественном выражении тоже. Знаете, мы дали я дала в количестве данные, да? Я бы хотела, у нас есть сайт COVID-19, вы если откроете там все данные в разрезе, по полу, все данные есть, кого интересует COVID-19, так и называется сайт. Или сайт Министерства здравоохранения, прям сайт Минздрава, и вы увидите в разрезе районов, регионов все данные. Я, кажется, дала количественно, не в процентах я дала. И здесь вопрос был от Светланы Лаптевой. Сколько человек допустимо присутствовать на похоронах? 30, 50, 100? Мы не говорим о допустимости, мы говорим, чем меньше, тем лучше. Мы не можем, у нас такой норматив, что сколько человек должно быть, у нас не прописано Министерство здравоохранения. Мы просто говорим, что чем меньше, тем лучше. Мы об этом говорим. И обязательно, даже при присутствии, социальное дистанцирование, метры, и должны быть все в масках. Спасибо. Спасибо. Ну, значит, следующий вопрос от Камиля Рузиева был. Насколько он после данного ответа. Насколько соблюдались все рекомендации Минздрава КР при похоронах и какие меры приняты по нарушениям? Министерство здравоохранения мы меры не принимали. Как вы знаете, наши врачи, медики, все мы работали в красных зонах, мы были в очагах. У нас не было времени ходить и принимать меры. Вы правильно поймите, наши многие медики болели, и у нас была в первую очередь, мы дали рекомендации, и основная наша цель была работа в очагах, и мы работали с населением. Спасибо. Расул, можно? Да, Светлана, только коротко. Вот вы сами себе противоречите. Здравствуйте. Я прошу прощения. Мы с уважением относимся к Минздраву, к врачам. Вот, но мы видели, что происходило, да? Первое время я живу около мечети. Первое время у нас громкоговоритель, откуда приглашают на азан, всем проговаривали, что товарищи, там, верующие и так далее, да, не ходите на похороны, пожалуйста. То есть присутствовать могут только 1, 2, 3 человека. Я слышала это каждый день. Сейчас вы говорите, понимаете, люди ходят 30, 50, 100 человек. Давайте правду говорить. И продолжают болеть медики. Зачем мы тогда приглашаем каких-то людей со стороны, каких-то медиков из других стран, для того, чтобы они помогали спасать наших медиков и наших людей? Зачем мы сами себе врем? Я прошу прощения. Светлана, я вас не поняла, где вранье, я не поняла, что вы хотели сказать. Дело в том, я хочу сказать о том, что нельзя так говорить. Понимаете, когда вы говорите о том, что нету такого количества, которое ограничивает, да? Сколько человек должны присутствовать на похоронах?
Вы можете Я вам четко сказала, у сказать? нас нет санитарных норм, что должен быть 5 или 3, у нас не прописано. И вот это максимально, что было, да. Мы понимаем, если мы напишем 1 и 2, и большое спасибо у нас муфтияту, допустим, которые помогали нам, и благодаря им тоже уменьшили. Вы понимаете, если они теряют родные близкие, как мы скажем 1, 2? Мы не могли это говорить. И мы просили, минимально мы просили. Вы правильно поймите. Долг, понимаете, Мы работали с Зумком, да, спасибо, Светлана. А то, что приезжали наши коллеги с России, помогали, да, это двустороннее. Они нам приехали. В тот момент, когда был пик, у нас недостаточно было медицинских работников. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Нурлан Музбековна, за ответ. Да, если есть коллеги, если у кого есть еще вопросы, можете вот по картинке вот поднимайте руку, я даю вам слово. Так, хорошо. Если нет вопросов... Расул, там еще в чате есть от Камиля Рузиева, насколько соблюдались все рекомендации Минздрава на похоронах. Да, уже ответили. Ну, хорошо. Уже ответили. Как раз таки все вопросы в этом русле были. Как раз, да, там вопрос был, какие меры принимаются. Ответили, что РЦУС или Минздрав не уполномочены применять какие-то меры, потому что они работали. Ага. Да, Шакират, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот по количеству смертности, да? Статистика была такая, что около 100 человек, да, вот, умирали ежедневно, да? Я так поняла. 41 тысяча. Да. Да, вот, то есть это где-то ежедневно 100 человек. И когда нам, ну вот в период, допустим, июнь-июль, да, где высокая смертность была от ковида, порядка 40, 50 до 50 человек заходило в день, да, умерших. Ну, это как бы, когда пик был. То есть получается, это вот велась какая-то статистика по умершим не от ковида, да? То есть это вот та смертность оставалась в среднем, как вот около 100 человек, и к ним вот ковидные добавлялись? Или это там какая-то была другая цифра? То есть вот я имею в виду, ковид разделяли, да, от среднестатистического уровня смерти. Знаете, вы уже знаете, у нас от 17, кажется, июля мы приняли, что не только лабораторно подтверждено, а клинически и эпидемиологически связано с пневмонией, все брали как ковид. Потому что, вы знаете, нагрузка лаборатории была большая, лаборатории не выдерживали, и поэтому у кого была клиника пневмонии, да, и они умирали, мы принимали как ковид. Но на сегодняшний день это первоначально наши данные, но эти данные будут анализироваться, сейчас будут изучаться истории болезни, сейчас работают рабочие группы, наши многие медики вернулись уже, и вот проводится очень большой анализ. И мы, возможно, здесь какой-то процент, возможно, будет, что умерли не от ковида. Но заранее мы об этом говорить не будем. Только после анализа. Сейчас есть анализ проводит патологоанатомический, вот этот судмедэксперты, которые работали, то есть полностью это все анализируется. И мы эти данные, скорее всего, озвучим. Но на сегодняшний день, те, которые умерли от ковида, мы их пишем, да, вот они пошли как ковид. Сколько было? 1470, да, где-то, не помню сейчас. То есть они пока считаются как умершие от ковида, потому что это было эпидемиологически связано и лабораторно подтвержденные, да. Нет, просто еще вот было же умершие, были те, у которых были осложнения от их сопутствующих заболеваний. То есть, допустим... мы засчитывали как ковид. Их писали как ковид, да? Да, вы понимаете, к нам поступали все люди, например, во многих странах статистика была разная, поступали люди, уже видим, что онкология, допустим, да, но уже появился, уже ковид идет. Все-таки вот этот ковид, он дал, может быть, он еще прожил полгода, а может быть, действительно умер, но мы уже засчитали как ковид. Это уже будет с анализом по смертности, данные потом мы предоставим обязательно, будут у нас. То есть, говорю, наши медики вернулись, сейчас реабилитацию проходят наши медики, уже над этим работают, уже очень много рабочих групп, будут данные. И вот еще один вопрос, это по поводу подготовки к так называемой второй волне, да? То есть я знаю, что сейчас, ну, вот в СМИ была, конечно, информация о том, что больницы, да, строятся и так далее. То есть, а как вопрос идет по поводу медикаментов, да, потому что вот в июне-июле вот эта проблема, когда была вспышка, да,
было именно недостаток лекарственных препаратов. Вот. Ну, я знаю, вот, что там ИВЛ, там, допустим, концентраторы, вот эти вот кислородные, да, они все вот завозятся активно, да, вот это хорошо. А вот что с медикаментами? Потому что вот этот недостаток существовал, и вот это была большая проблема. Помните, потом спекуляция была на этом, возросли цены в несколько раз и так далее. Спасибо за вопрос, Шакира. Дело в том, что на сегодняшний день мы имеем какой-то опыт, да, мы знаем, были слабые стороны. Сейчас у нас ежедневно тоже идет заседание республиканского штаба, заседание Министерства здравоохранения. Вот каждый пункт прорабатывается. Например, как вы уже сказали, да, 3 больницы в этих больницах, как уже сказала, ИВЛ-аппараты и кислородный концентрат уже в достаточном количестве, да, но к тому же сейчас тоже работать над запасом лекарственных средств. Вы, как вы уже знаете, нельзя лишний запас лекарственных средств покупать, имеют они срок годности и так далее, но над этим сейчас и ФОМС работает, и Департамент лекарственного обеспечения работает, и Министерство здравоохранения, отдельные специалисты работают. Я вам четкую информацию не могу дать, потому что это не входит в мой мандат, как Республиканский центр укрепления здоровья. Но я четко знаю, что даже буквально вчера мы сидели, обсуждали другие директора, руководители, как раз над этим работают, действительно, да. Хорошо, спасибо большое, Нурля Алмазбековна. Да, Шаршенбек Багосонов, пожалуйста, вам нужно микрофон включить. Включите микрофон, вас не слышно. Да, вот, да. Спасибо. Я хотел задать вопрос такого характера. Например, у нас во время этой пандемии работали мобильные группы, которые оказывали помощь больным, медикам, ну, всем, короче, кому могли, оказывали. Ну, не все, конечно, могли, но наше желание было помочь всем. Но отсюда вопрос такой. Некоторые церкви открыли свои здания для принятия больных, там, стационары. Но и здесь возник вопрос, а что будет, если предъявят обвинение в том, что если в том стационаре, где открылась вот такая точка, кто-то умрет, у нас было такое опасение, или нас так предупреждали, если не будет лицензии от Минздрава. Вот. И наперед я хочу тоже спросить, допустим, если нагрянет все-таки 2-я или 3-я волна, и возникнет необходимость развертывания таких лагерей, скажем, в палаточном типе или в здании каком-то, нужно ли будет получить разрешение от Минздрава, или даже если есть специалисты с дипломом, допустим, врачи, медсестры, должны ли они тоже получить лицензию для оказания помощи больным от ковида? Спасибо. Знаете, в данном случае во время риска, вы знаете, открывались все дневные стационары, мы открывали, разворачивали спортзалы, школы, вы знаете, да? И тут, конечно, большая помощь была оказана и со стороны волонтеров, надо признать. И мы здесь увидели, со стороны народа была большая помощь. Нет необходимости брать лицензию. Понимаете, это было у нас в тот момент, в кризисный момент, в этот момент мы пережили этот кризис вместе с вами. И нет необходимости брать. И на сегодняшний день те дневные стационары, которые работали, да, вот в регионах, у нас в городе Бишкек ежедневно они закрываются, вот это все мы еще оставили. Если, допустим, начнет второй подъем заболеваемости, следующий подъем, да, то мы обязательно мобилизуем все эти спортзалы, все это Газпром и так далее. Все это у нас откроется. То есть все это мы у нас законсервировали в данном случае. И вот в этих дневных стационарах основная цель была это сортировки, оказание только первичной помощи. Это у нас, и вот, как вы сказали, тяжелые больные шли в основном в госпитализацию. Да. И я считаю, что да, были у нас смертельные случаи в дневных стационарах. Я считаю, что наши медицинские работники, волонтеры, они делали все возможное, чтобы медицинскую помощь для наших граждан.
Знаете, я не знаю, кто говорила или нет, недавно у нас была шанхайская встреча, я говорила об этом, нет, да? Вот шанхайская встреча, все были министры здравоохранения Индии, Бразилии, были со всех стран. И такой этот был, и я как пресс-центр Минздрава, я присутствовала на брифинге. И знаете, такое заключение, во многих странах вот этот коронавирус, это был вызов всему миру. И даже лучшие клиники, лучшие системы здравоохранения, как Америка, как Италия, они не выдержали, потому что то, что произошло, то и произошло, то, что было. Несмотря на то, что их прогнозы и так далее. И второй пункт был, очень много медиков потеряли в других странах, даже развитых странах, везде. И, конечно, это плачевно, но и в других странах тоже была потеря наших медицинских работников. И там мне понравилось, когда, не понравилось, я хотела тоже поддержать, вот министр, кажется, Индии было, не помню как, вот в этом ковиде большую роль сыграли это медицинские работники вместе с волонтерами. Понимаете, это и наше, но и мы услышали мнение других стран, то же самое вот такое было у меня. Да. Спасибо большое, Нурия Алмазбековна. Ну, Шаршенбек Баке, вы по поводу вашего вопроса сказали, что в тот момент был авральный момент, и там не было необходимости брать какую-то лицензию, да? Нет, конечно, нет. У меня еще вопрос такой. Если бы, не дай бог, конечно, кто-то умер на руках, скажем, да, будет ли там нести ответственность за этого человека, потому что есть такое опасение тоже. Спасибо. Знаете, вот как-то такой вопрос вы обширно задали. Например, ко мне обратились, да, за медицинской помощью. Если я не в компетенции лечить, я назначаю лечение, не то, которое необходимо, допустим, да, это может быть что-то другое назначу, и он умирает. Конечно, я в первую очередь, ну, я не знаю, это не то место, когда разбирается, кто виноват, но мы хотели бы все-таки, чтобы оказывали медицинскую вот, помощь медики, все-таки должны квалифицированные медицинские работники, желательно все. Но в тот момент, если вы видите, на улице произошла авария, извините, наши граждане тоже оказывают помощь, и на руках у них умирает, и что, против них будем дело открывать, допустим? Они же оказывают, как могут, завязывать, делать за это, перевязку проводить и так далее. Может, даже неправильно, но они оказывают помощь, понимаете? Это первый гражданский долг, они не проезжают. И даже если они умирают и везут в больницу, мне кажется, это уже состояние организма было человека такое. Да, спасибо большое, Нурия Алмазбековна. Действительно, конечно, волонтеры, они не могут специализированную какую-то помощь оказывать, но первую помощь, как граждане, как неравнодушные люди, они оказывали. Вот да. В этом контексте мы действительно никого винить не можем. Да? Нет, только огромное спасибо им, кто оказывает помощь и не прошел возле больного человека. Да, спасибо. Спасибо большое. Если нет вопросов к Нурия Алмазбековне, то разрешите мне предоставить слово заместителю муфтия Кыргызской республики Джеруаджи Шергазиеву. Так. Слышно, да? Да, саламатчылык. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сначала я приветствую всех участников вебинара и хотел бы поблагодарить организаторов, что устроил нам такую хорошую площадку. Говорят на кыргызском языке. Урматтуу бир туугандар, урматтуу катышуучулар, баарыңыздарга Аллах. Да. Перевод идет в чате. Кто не понимает кыргызский, перевод идет в чате, можете читать перевод. Так, урматтуу катышуучулар, баарыңардан жаратканыбыз ыраазы болсун. Анткени ушундай Кыргызстандын элинин башына түшкөн чоң бир ушундай илдетте эч кайдыгер карабастан колдон келишинче баардык тараптар жардам берип атты. Мына ошол балки биздин Кыргызда жакшы бир сөз бар. Бул биринчи байлык ден соолук деген. Ошол биринчи байлык ден соолук дегенди көп айтып жүргөнүбүз менен балки маани бербей жүргөн болушубуз мүмкүн. Бирок мына ушундай илдет учурда чындыгында адамга эң бир жакшы иштерди аткарууга, жакшы жашоо жүргүзүүгө бул ден соолуктун бар болуусу өтө жакшы экен. Ошондуктан пайгамбарыбыздын
сөзі менен баштагым келип турат. Пайгамбарыбыз айтат, эки нерседе адамдар көп алданып калат дейт. Биринчиси бул ден соолук, экинчиси бул бош убакыт экен. Кээде адамдар ден соолугун туура колдоно албай калса, кээде бош убакытын колдоно албай калат экен. Кээде ден соолук бар учурда жакшы иш аткарайын десе, бош убакыт таппай калат. Ал эми бош убакыт учурда жакшылык иштерди кылайын дегенде, анын ден соолугу жол бербей калат экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче ден соолугубузга кам көргөнгө аракет кылалы. Андан кийин мына ушул бош убакытта колдон келишибизге, элге, жерге кызмат кылганга аракет кылалы. Чындыгында мына ушул эми көп сөздөр айтылды. Бул жерде азыр Нурил эже дагы аябай жакшы айтып кетти. Мен бул жерде азыр эң негизгиси эле ушул жанагындай пандемия учурунда каза болуп калгандардын кандай көмү боюнча гана сөз кылайын кыскача. Анткени чындыгында биздин диний башкарманын негизги жумушу, мен ойлойм ошондой эле биздин православдык чиркөөнүн дагы негизги жумушу, биздики баардык жумушубуз бул түшүндүрүү иштери болду. Элге колдон келишинче ушул биздин саламаттык сактоо министрлигинин сунуштарын, штабтын сунуштарын жеткиргенге биз көмөктөштүк деп айтсак болот. Мына ошондуктан бизге түшүндүрүү иш болгондуктан колдон келишинче аракеттер жасалып атты. Мына ушул башында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатып, кийин адамдар каза болуп жатканда мына ошондой фатваларды бергенге биз аргасыз болдук. Себеби биздин шариятыбызда, мусулманчылыкта адам тирүү кезинде кандай урматтуу болсо, ал адам каза болгондон кийин деле ошондой урматка ээ деген бизде эреже бар. Шариятыбызда пайгамбарыбыздын сөзү бар. Мына ошондуктан каза болгон адамды биздин шариятыбызда сөзсүз түрдө аны жууп, андан кийин жакшы кепиндеп, ага акыркы жаназа намазын окуп, андан кийин акыркы сапарына узатуу ар бир момун мусулмандын милдети болуп эсептелинет да. Эми биз ушул негизи шариаттын жолу. Андан кийин кээде азыр коронавирус учурунда каза болуп калгандар, ага кандай мамиле кылабыз? Анткени бул илде жугуштуу болуп атат. Ал менен контакт кылган адамдар башкаларга да жугузат. Ошондуктан зарылдык учурда биз ошондой фатваларды биздин алымдар кеңешинен жана биздин диний башкармадан биз айтып атабыз, эгер алыста каза болуп калган болсо, аны башка жакка же мекенге алып келип көмгөйлө. Биздин сунуш ошол жерде эле мусулман болсо мусулмандардын кабырына, башка динде болсо ошо башка диндердин кабырына, ошол жакта эле көчүрбөстөн көмүп койгон жакшы деген сунуш. Андан кийин азыр деле айтылып кетти. Азыр бул жерде Светлана айым аябай жакшы айтты. Биз ошол элге түшүндүрүү жагынан гана ошо мечиттердин микрофондорун, азан айтылып аткандарды колдонуп жаттык. Бир күндө 3 жолу кыргыз тилинде, орус тилинде элге зарыл болбосо көчөгө чыкпагыла, жанагындай бардык тазалыктын нормасын сактагыла, көп чогулган, эл чогулган жерге барбагыла деп, мына ошонун ичинде адам каза болгон учурда деле көп адамдар жыйналып калат. Биздин де ушундай менталитетибиз ошондой да. Бирок ошол канчалык кыйын болбосун биз элге түшүндүрүп аттык. Колдон келишинче каза болгон жерлерге канчалык адам аз болсо ошончолук жакшы болот. Жана аралыкты сактоо менен, туугандарынын катышуусу менен гана биз ушул жөрөлгөнү өткөрөлү деп. Андан кийин бизде ошо өлүктү жуу деген маселеси бар. Демек, пандемия менен каза болуп калган адамдын жууш кыйын болгондуктан, эгер медиктер ошол каза болгондон кийин өздөрү тазалап жууп койгон болсо, мына ошол медиктер жууп туруп андан кийин жанагындай бир орой турган нерселерге орогон болсо, анда ошол алардын кылган иштери бул шариятка ылайыктуу эле болот. Ага жаназасын окуп туруп эле көмүп койсо болот деген биздин дагы фатвабыз бар. Ошол жетиштүү болот деп эсептелинет. Ошондой эле жанагы кээде врачтар жуубай калган болсо, алга жөндөкөй эле бизде суу менен эмес, таяммум деген жол бар. Ошол жол менен деле бул кургак тарат деп коебуз бизде. Ошол жол менен да таяммум кылдырып койсо болот деп да айтабыз. Андан кийин эң негизгиси ошол адамды жерге берүү учурунда сөзсүз түрдө эле жанагындай кепин менен эмес, эгер кепин менен коюу мүмкүн эмес болсо, же кээде алыстан мына Кыргызстандын ичинен эле түлүктөн түштүккө ушундай ташып калган же Россиядан келген болуп калган болсо, алар атайын табыт да келет экен.
ошол табытта келген болсо, ошол табытты ошол коронавирус менен каза болгон болсо, аны ачпастан эле мына ошол нерсеси менен эле жерге кое бергенге болот деген дагы фатваларыбыз бар. Демек, мына ошол фатвалардын бардыгы бул чечимдер алымдар кеңештен муфтияттан бул зарылдык үчүн болгондуктан жана биздин элибиздин ден соолуктарын сактоо максатында, алардын жанын сактап калуу максатында болгондуктан ошол атайын акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүн ошондой тартипте болсун деген сунуштарды биз айтып, бардык биздин 9 казиятыбызга, дагы 3000ден ашык мечиттин имамдарына жана бардык медреселерге, кыскасы мындай диний кызматкарларга жеткирип, колдон келишинче ушул жаатта ишти алып барганга аракеттер жүрүп атты. Андан сырткары чындыгында пандемия учурунда колдон келишинче көптөгөн жардамдар берилип атты. Мына ошолордун бардыгын эми кылган ишибизди Кудайым жаратканыбыз кабыл кылган болсун. Мындан ары дагы биздин элибизге ушундай жаман илдет келбесин. Ошол илдеттен тезирээк айыгып, сакайып кетели жана бир өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, колдон келишинче азыркы учурда бири-бирибизге жардам берүү менен гана алектенсек, бири-бирибизге жардам колун сунуу менен, ынтымакта, биримдикте мына ушул илдетти жеңип алган болсок, Кудай буйрса, андан аркы биздин жашообуз дагы жакшы болот деген ойдомун. Баарыңыздардан жараткан ыраазы болсун. Рахмат. Чоң рахмат, Жорабай агай. Спасибо большое за такую информацию. Сейчас хотели бы передать слово отцу Алексею из Русской Православной Церкви. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые коллеги. Вот от имени православных верующих всех приветствую. Также искренне присоединяюсь к пожеланиям здравия всем и глубокой признательности тем, кто трудился и трудится в это в наше непростое время, тем, чтобы помогать врачам, помогать ближнему. В Священном Писании очень много мест, где с разных углов, контекстов говорится о том, что заботиться каждый верующий христианин обязан не только о своей пользе, о своем благе, но и даже больше о благе ближнего. И сама суть духовной жизни является проявлением даже подчас искать благо даже ближнему, пользы, даже в какой-то мере во вред себе даже, то есть пожертвовать, пострадать даже где-то. То есть это вот так должно быть. На данный момент, когда мы можем уже наблюдать некую такую тенденцию снижения, все-таки смягчения ситуации, вот, все равно в православных храмах, поскольку мы организация, общество очень централизованное, очень, мы все равно соблюдаем все нормы, требования санэпидемстанции, Минздрава. Когда вот здесь спрашивали много о количестве посещений людей на похороны, у нас личные свои есть предпочтения, можно так сказать. Вот. Но мы ставили условие, что если можно хоронить сначала заочно, то есть человека хоронят, потом приходят верующие, просто родственники, самые ближайшие, вряд ли будет больше там 10 человек. Приход в храм Божий, отпевать заочно, отпевание совершается. На данный момент владыка уже разрешил отпевать лично, ездить на адрес в тех случаях, где усопший не от ковид скончался, потому что есть эти другие случаи. Но все равно старается у нас вот такая наша внутренняя православная как норма или количество до 10 человек. Все-таки мы так стараемся. Вот. Второй момент в контексте. У нас для погребения в первую очередь огромное значение имеет молитва. Это самое главное. Ритуальные действия омовения, они также присутствуют в православной церкви, в христианской церкви с древнейших времен, но они являются второстепенными, в принципе. Если на данный момент вот человек умер от заразной болезни, инфекционной, то мы также не требуем, если уже был человек, соответственно, как упакован, вот, чтобы похоронить, то никакого омовения мы не требуем, на это не идем. Также соблюдается дистанция обязательно. Мы требуем, чтобы люди, верующие наши, приходящие, приходили здоровыми. Мы говорим о том, чтобы не было, кто чувствует
чувствует себя нехорошо, температура, слабость, чтобы оставались дома. У нас контроль при входах в церковь обязательно в любой храм есть. Вот, поэтому все эти требования социальной дистанции, мы говорим постоянно верующим о том, чтобы они сами подавали пример, то есть не только в храме, но и где бы то ни было, там, в магазине, в общественном транспорте, чтобы наблюдали за собой, то есть не нарушали, потому что мы, православные верующие, мы такие же граждане, мы часть общества, и мы, во-первых, конечно, в первую очередь обязаны друг друга беречь общество, но и, конечно, если в религиозной группе люди нарушают эти вот требования санэпидемстанции, это Минздрава, ведь кому хочется, чтобы смертность была, то есть зачем терять своих братьев, сестер, своих ближних? Потом, если бы вот какие вопросы попредметнее ответил бы. Спасибо большое, отец Алексей. Если есть вопросы к презентаторам, к выступающим, пожалуйста, у кого есть какие вопросы к Джуровай Аджи Жаргазиеву, заместителю муфтия, к отцу протоиерею Алексею. Хорошо. Я не вижу здесь просто рук. Сейчас смотрю. Здесь Светлана подняла руку. Пожалуйста, Светлана. Да, я снова по своему любимому вопросу, по количеству посещающих поминальные мероприятия, погребальные мероприятия. Поскольку я с самого начала освещаю эту тему, я в самой этой теме. Поэтому я знаю, что у нас со всей страны люди едут на погребение, да? То есть мы же тоже должны говорить о том, что я понимаю, что нам не запрещают сейчас передвижение. Но если человек, мы же не говорим даже о том, что человек, который едет на похороны, он может быть уже заболевшим, да? Вот человек может быть переболевшим, да? То есть он едет на похороны, потом он едет с похорон, опять возвращается через всю страну. Вот. И понимаете, люди продолжают, я понимаю, что это традиция, да? Это, наверное, даже не мусульманская традиция. Вот, может, это просто сложившиеся какие-то такие вот правила, когда мы хороним большим количеством родственников в Кыргызстане. Ну и в России точно так же, да? Но сейчас-то, наверное, как-то надо про это все равно больше говорить, разъяснять это заново. И потом правило 2 масок никто никогда не говорит. Все говорят, носите маску. Что значит носите маску? Если специалисты четко с эпидемиологами разговариваешь, они тебе тут четко разъясняют. ВОЗ дает разъяснение. Вы один в маске, это еще есть большая вероятность того, что человек, который рядом с вами, точно так же заражен. Правильно? Вот если вы вдвоем в маске, да, то есть у вас процент заражения, инфицирования, он снижается. То есть очень много. Я хотела еще очень спасибо сказать и всем представителям, людей верующих, да, то есть и Думку, и православным, и христианам, и протестантам. Я знаю, что в Балыкчи с первых дней было открыто здание церкви для обсервации, они об этом не говорили громко, но на самом деле они работали, и люди, местная власть были благодарны. И шли навстречу, отвечали на вопросы. Я когда просила прокомментировать, очень сложно было. И погибли же много. Надо же про это тоже сказать, что среди священников, среди имамов были потери. Я думаю, что мы каждое свое мероприятие должны про это думать, вспоминать, может быть, даже как-то провести какую-то общую молитву. То есть у нас же есть этот межконфессиональный совет. Правильно? То есть это же нельзя забывать, поэтому очень важно. Спасибо вам за то, что вы все это делаете. У меня все. Спасибо большое, Светлана. Спасибо за пожелания. Спасибо за... Да, это больше, наверное, было пожелание, нежели вопрос, да? Да, действительно, в рамках своих возможностей, я думаю,
тоже информирует, насколько это возможно, насколько их хватает возможностей, да? Джерваджи, сізге кішкене ушул нерсеге тикшенирөөк берип койсоңуз жакшы болот. Микрофонуңузду үзүп койсоңуз. Азыр Светлана айым туура айтты да. Мисалы мына чиркөөлөр берилип атты, бизде мечит, медреселер обсервацияга берилип атты. Диний башкарма бизде 1,5 миң орунду место даярдады да пандемия үчүн. Медреселерде, мечиттерде. Биз жанагындай диний адам болгондон кийин, диний кызматкер болгондон кийин бизде баягындай жакшылык иштерди көп эле ачыкка чыгара берүү мындай жок да, андай немебиз, адатыбызчы. Мисалы, чиркөөдө дагы жакшылык иштер болуп атат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы дагы аткарып атат, бирок бизде баягы сооп жагынан, Алла Тааладан бериле турган сооп жагынан жашыруун ишке сооп көп болот деген эрежени көп карманып келебиз да. Себеби азыр мына ушу пандемия учурунда эле биздин диний кызматкерлер жана битир садаканы кошпогондо эле 37 миллион сомдук муктаждарга жардам бериптир да. Андан сырткары 1,5 миң 1400 канча 1,5 миңге жакын обсервацияны медресе, мечиттерди даярдады. Андан сырткары курбанчылык майрамында көптөгөн муктаждарга этти жеткирди. Демек, бул жумуштар, иштер аткарылып атат. Мына бизде эң зарыл болгон жума намазыбыз, баарыбызга билебиз. Жума намазыбызды ошол пандемиянын артынан токтотуп турабыз да, элге ошондой бир неме тарап кетпесин деп. 5 убак намаздар токтоп турат көпчүлүк жерлерде. Бул болсо дагы ошол элдин ден соолугун сактоо боюнча колдон келишинче ар бир адам үйлөрүндө эле намаз окусун, зарылдык болбосо мечитке барбасын, жума намаздарын мына токтотуп турабыз. 5 убак намазга барганда дагы аралыкты сактагыла деген. Эми биздики жана айтып кеткендей түшүндүрүү иштери болгондуктан биз аракет кыла берели, түшүндүрүү иштерди жүргүзө берели, баарыбыз биргеликте. Натыйжаны Кудай буйрса, Кудайым ар бир адамдын жүрөгүнө салса, азыр мына биз карап отурсак, Нурила Алтымышеванын презентациясында жанагындай эң көп 50% же андан көп адамдардын ооруганы бул адамдардын поведениясы деп атпайбы, алардын жүрүм туруму. Ошол туура тазалык нормаларын, жанагы саламат сактоо министрлигинин берген нормаларды сактабагандыктан ошондой болуп атат, болушу да мүмкүн да. Эми баарын эле эме кылбайбыз, бирок ошондой болуп атышы мүмкүн. Мына ошондуктан атайын адистер ушул жолдорду кармангыла дегенден кийин бизде шариатта аябай бир жакшы сөз бар. Биз молдобуз, ачык айтканда Куран сүннөттө сүйлөйбүз. Бирок Куранда дагы бир аят бар. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун дейт. Эгер силер бир маселеде ошол силердин адистигиңер болбосо, анда чыныгы адистерден сурап, андан кийин чечим чыгаргыла дейт. Мына ошондуктан биз саламат сактоо министрлигине байланышып, мына сиздердин уюмуңуздар менен байланышып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жанагындай брошюркаларды, нормаларды чыгарганга, таратканга аракет кылдык. Сиздерге дагы Алла ыраазы болсун ушул жагында. Эми колдон келишинче бата кылалы, дуа кылалы, анан аракет кылалы. Кудай буйрса, Аллахым ушул жаман илдеттен баарыбызды тезирээк сакайтып чыгып кеткен болалы. Рахмат. 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 Да, отец Алексей, пожалуйста. Спасибо, Расул. Сейчас, Сакират, отец Алексей хотел. Да, все. Я после минутки. Я буквально первое, что у нас открылся в июле только вот дневной стационар, но там у нас работают не волонтеры в Воскресенском соборе, а дипломированные врачи. Требования, как положено, оказываются услуги, то есть насколько мы можем, мы предоставляем. А вот вопрос был, конечно, о духовенстве. В СМИ это проходило, что в России были потери большие. Слава Богу, у нас наше духовенство миновало эту чашу, и здесь я хочу лишний раз воспользоваться поводом, такой площадкой от имени православного духовенства, в том числе и мирян, выразить благодарность правительству, что в марте вот так решительно закрыли, отменили богослужение, попросили, потому что удар бы пришелся по нам очень сильно. Как раз у нас конец марта, апрель это был предпасхальный период, то есть много людей бы приходило. Помимо того, что среди верующих бы болели бы, мы бы понесли потери от духовенства, это однозначно было бы. Ну вот благодаря тому, что вот сначала вроде бы кто-то обиделся, не понял, возмущался немножко,
Но вот в итоге на данный момент у нас несколько священников, 8 человек сильно переболели, но, слава Богу, все живы. Слава Богу. Спасибо большое. Шикрат. Спасибо большое. Я просто хотела как предложение, просто мне кажется, вот как раз-таки вот вопрос в том, что мы могли бы вот эту информацию, которую вот сегодня тоже вот та же самая презентация, может быть, вот наша дискуссия сегодняшняя, как можно как бы тоже через вот ваши каналы, да, вот каналы связи с вашими сообществом, вот с каждого религиозной конфессии, да, если бы могли тоже вот распространять, было бы очень, очень хорошо, потому что как раз-таки вот и в презентации было о том сказано, что по поводу правил, да, по погребению, рекомендации какие даются, вот, это как раз-таки в ответ на вопрос, о чем вот Светлана тоже поднимала, потому что, с одной стороны, видите, как-то тяжело сказать, вот запрещать людям сказать там только 5 человек или 10 человек, но если доводить информацию, вот именно почему должно быть там небольшое количество, да, людей, то мне кажется, вот и почему это опасность именно в период пандемии, то мне кажется, вот, то есть нужно убеждать людей, то есть именно давая вот эту информацию, вот, то есть почему нельзя. Потому что на самом деле действительно такими просто запретительными мерами будет достаточно сложно, да, то есть мы можем, может быть, получить обратный эффект. Но я бы попросила вот как раз-таки, так как здесь вот представители всех конфессий практически, да, особенно вот крупных конфессий, где ну, очень много наших последователей, да, то есть было бы хорошо, если бы вы могли вот эту информацию, то есть далее по своим каналам тоже передавать. Ну, хотя бы даже вот эту ссылку на сегодняшний вебинар, на сегодняшнюю презентацию, мне кажется, это уже будет иметь эффект. Вот. Кстати, вот по поводу того, чтобы это на кыргызский язык, да, потому что удобнее было бы сделать, может быть, мы даже сейчас подумаем о том, чтобы вот такое озвучить, да, не только вот то, что мы сейчас в чате делаем, может быть, как-то это озвучить, вот то, что вот презентация была, ее сделать на кыргызском языке и озвучить, и распространить. Вот. Помимо того, что, конечно, мы будем в наших соцсетях, мы даже вышлем ссылку по нашим мессенджерам, тот же WhatsApp, да, Telegram. Мне кажется, вот по вашим каналам я бы попросила бы, да, это сделать, потому что действительно, это такая большая тема, потому что по статистике вот очень много заразилось скопления, да, на каких-то таких вот мероприятиях. И, ну, это касается не только, мне кажется, погребения, это касается и наших свадеб, да, потому что и свадьбы, и какие-то другие мероприятия, вот там юбилеи все равно продолжались проводиться, и в том числе в регионах. Почему как бы вот это инфекция потом пошла из Бишкека, да, из Аша пошла потом в регионы. Вот, как бы второй волной. Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, в этой пандемии самое главное, конечно, это информирование, побольше информации и почаще, чтобы люди, конечно, были информированы. Поэтому мы бы просили бы, если есть возможность, что даже сегодняшнее мероприятие поделиться с вашими прихожанами, с вашими сообществами и той информацией, которую предоставляет наш Республиканский центр укрепления здоровья тоже. Если нет вопросов к выше выступавшим нашим гостям, то я хотел бы еще коротко предоставить слово нашим другим представителям тоже религиозных сообществ, представителям католической церкви, каких они правил придерживаются, то есть вот в этом контексте. Пожалуйста, Рим Вишкальский, представитель католической церкви, пожалуйста, вам слово. Включите, пожалуйста, микрофон. Если возможно, то коротко, конечно, остановитесь по правилам соблюдения религиозных обрядов при погребении в период пандемии. Спасибо большое.
Я хочу поблагодарить за возможность участвования в этом вебинаре. Насчет каких-то принципов ничего особенного не могу добавить, потому что мы согласны с этими всеми принципами, о которых мы слышали и озвучили. Хотел только сказать, что точно жизнь человека проходит на нескольких уровнях. Этот биологический уровень, который является фундаментом, но есть еще психологический и духовный. И мы как бы стараемся выработать, насколько это возможно, как дойти к человеку, особенно на этом духовном уровне, чтобы его как-то утешить в этих страданиях, которые переживает насчет коронавируса. И это есть проблема. Ну, разные WhatsApp-группы и так дальше. Так что уровень есть этот главный, но несмотря на эти ограничения, которые связаны с дистанцией и соблюдением этих норм, надо нам как-то к человеку дойти. И этот вопрос есть живой, и как бы, но пока мы даже еще не так сильно справляемся. Спасибо. Через телефон. Спасибо. Это все. Хорошо? Батя, включите звук, пожалуйста. Okay. Да. Да, если есть желающий, то есть, сейчас, извиняюсь, я хотел бы еще пригласить тоже могли выступить сегодня. Шашимбек Байке. Мир и благодать всем. Приветствую еще раз, дорогие коллеги. Конечно, это была проблема, которая настигла всех нас. И поэтому это хорошо, что мы обсуждаем об этом и стараемся выходить сообща из этой создавшейся ситуации. Что касается обрядов, давайте скажем, во-первых, мы сотрудничали тесно с Госкомиссией по делам религии. Они там сообщали, какие решения приняты, какие рекомендации, поэтому мы старались придерживаться этих рекомендаций, поэтому в церквах, когда проводились служения, у нас, конечно, обязательно там антисептики, маски, там эти приборы, которые измеряют температуру и расстояние, все это старались соблюдать. И было первое послабление, когда дали разрешение собираться, а потом видят, что опять идет распространение, и вот прекратили же в выходные дни вот эти общественный транспорт ходить, запретили. То есть поэтому многие сейчас просто по домам собираются, и служение ведется в основном в онлайн-режиме. Поэтому мы благодарны. Я согласен с отцом Алексеем, что они вовремя, наше руководство, приняло решение о том, чтобы ввести жесткий карантин, потом вновь и вновь напоминает нам о соблюдении мер безопасности. Вот. Что касается погребений, ну, слава Богу, что почти не было с летальным исходом. В основном люди выздоравливали, я имею в виду наших верующих, по молитве святых. И если кто-то умирал, то умирали, значит, от старых болезней, которые вот все равно как бы эти болели, тяжело болели. Вот. Пользуясь случаем, я тоже хочу сказать всем, дорогие коллеги, что мы на этой земле как гости временно живем. И мы видим, что вот эта инфекция показала человечеству, что человек не может надеяться ни на
власть, ни на богатство, ни на свою молодость, даже не на свое здоровье. Мы все зависим от Бога. Вот если Бог сохранит, как бы, и Он милостивится, и человек остается жить. Поэтому, конечно, не без того, чтобы соблюдать меры безопасности. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в делах и живите в мире. Благословения вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Шаршембек Беке. Сейчас я хотел бы дать слово представителю общины Бахай Шайсте Мувадат. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада услышать ваше мнение по поводу пандемии, которая... Да, вот. В форме, извиняюсь. Да, мы вас видим. Человек должен был прийти, но вот. Еще раз здравствуйте. Очень приятно, что организовали такую прекрасную возможность узнать мнение наших специалистов, наших друзей, представителей из разных религиозных конференций. Мне было очень приятно узнать. С удовольствием слушала. И у меня возникла такая идея организовать совместную молитвенную встречу. Я сейчас изучаю Писание Бахауля. Очень много говорится о возникновении пандемии, подобной пандемии, как относиться, как беречь, мы должны беречь друг друга. Из Писания, чтобы мы тоже могли, да, поделиться. И самое главное, совместные молитвы, да, то, что сейчас в Беларуси творится и по всему миру, о здоровье человечества, о покое и согласии во всем мире. Если поддержите, я буду очень благодарна вам. Бахаулlah говорит, мы плоды одного дерева и листья одной ветви. Эти идеи нас еще раз направят на том, чтобы с состраданием, с любовью подумали, да, содействует обеспечению здоровья, покоя и спокойствия в мире. Спасибо вам большое. Шайста, спасибо большое. Спасибо большое за ваше пожелание и за ваше предложение тоже. Я надеюсь, мы можем такое организовать. Конечно, надо проговорить детали и все это организовать. И, возможно, мы это сделаем. А сейчас разрешите мне дать слово Алексею Шмыгле, представителю общества Чансен, буддистов. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно вас. Хорошо слышно и хорошо видно. Хорошо. Ну, спасибо за то, что дали возможность поучаствовать в этой онлайн-конференции и предоставили слово. Вот. Ну, я могу сказать, что если говорить о времени строгого карантина, за которое предыдущие представители религиозных общин и благодарили наше правительство, ну, в этом смысле, да. Так как наша община находится за городом, к нам просто физически никто не мог доехать, поэтому многие вопросы были сняты автоматически. Да. И у нас не такая многочисленная община, и, в общем-то, у нас нет таких строгих правил, что надо обязательно там в храм, но, тем не менее, допустим, есть традиция новолуния, полнолуния, приезжать. Ну, на время строгого карантина это было невозможно, а потом уже были какие-то встречи, если то это все мы старались проводить проветриваемым помещением на открытом воздухе. Да, общение сейчас есть. Если говорить о погребении, ну тут такое, во-первых, из тех, опять же, у нас община очень многочисленная, но из тех, кого я знал, и даже не знаю, можно ли это человека прям членом нашей общины считать, один человек умер. Вот. И сам процесс погребения, мы к нему относимся очень толерантно. Это мы считаем дело семьи. Но изначально, конечно, есть такое правило в буддизме, это кремация. Да? Ну, по-моему, сейчас
как бы это тоже большой вопрос, насколько это возможно вообще в Кыргызстане. Да? Крематория, насколько я знаю, нет. Если кто-то будет самостоятельно это делать, это будет, наверное, уголовным деянием. Поэтому это такая тема для нас тоже, ну, отдельно, скажем, разговор. Вот. Ну и как предыдущие тоже представители религиозных общин говорили, самое главное, это вот все-таки, как бы там ни было, понимать, что нет оснований для паники, и что надо сохранять душевное, прежде всего, спокойствие. Если вот до этого говорили тоже о причинах, почему была такая вспышка в июне, в июле, я думаю, что это было абсолютно естественно. После строгого карантина всегда при эпидемиологических заболеваниях бывают вспышки. Ничего такого, как бы... Это то, что нам надо было прожить Кыргызстану, всем людям, живущим здесь, в нашей стране. И, в общем-то, я думаю, что это удалось, и в дальнейшем мы будем дальше жить и болеть, выздоравливать. Конечно, у кого тяжелые заболевания, может быть, у кого-то болит. Мы сами видели цифры, более 80% человек в легкой форме болеют из тех, кто зарегистрирован. Да? А кто еще не зарегистрирован, если посчитать, наверное, еще больше процент в легкой форме переболели. Вот. Поэтому тут просто еще такой момент тоже хотел, наверное, уточнить насчет масок. Немножко, как это сказать, я, насколько знаю, надо понимать, что сама маска, она от самого вируса не спасает. То есть, если человек маску одел, он не значит, что он не заразится. Тут очень главное, потому что вирус, он спокойно проходит через маску. Самое главное, это выделение при чихании, при насморке, которые выделяет человек, активно болеющий. Вот этому маска препятствует. Если мы хотим себя спасти от вируса, это надо специальные респираторы одевать, тогда они нас спасают. И, насколько я знаю, по ВОЗ там маска рекомендуется одевать в закрытых непроветриваемых помещениях при условии, что мы не можем соблюдать дистанцию более 1,5 метра с человеком. Тогда действительно она рекомендуется. Но я тут не хочу вмешиваться, просто хочу сказать, что маска не панацея. Надо это прекрасно понимать. Вот. Ну и желаю всем еще раз душевного спокойствия, преодоления всех преград на нашем пути с молитвой и добрыми пожеланиями, служением, взаимопомощью. Мы преодолеем все препятствия, связанные и с этой болезнью, и со всеми теми событиями, которые сейчас в мире происходят. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Спасибо. Да, действительно, конечно, маска это не панацея, но маска, конечно, она предупреждает, ну, хотя бы минимизирует распространение. Мы, нося маску, конечно, мы действуем как социально ответственные люди, так как мы же не все знают, что есть ли у человека вирус или нет. Если вы входите в маске в общество, то хотя бы вы не распространяете вирус, если у вас есть вирус. Да? Поэтому думаю, все-таки надо придерживаться санитарных рекомендаций, норм, которые нам соответствующие органы дают. Спасибо большое всем. Я дам коротко возможность. Мы уже давно превысили лимит времени сегодняшнего нашего мероприятия. Ну, так как тема очень животрепещущая, интересная, нужная. И всем большое спасибо. Я буду смотреть, если есть какие-то... Окей, Светлана. Только коротко, Светлана, пожалуйста. Вас... Да. Меня слышно, да? Значит, смотрите, Да, вот из того, что я знаю, как бы составляется план, да, подготовки составлен, как бы и Минздравом, и правительством, да, подготовки вот к новой там, как вспышка там, или как развитие этого вируса, да, он меняет локализацию, у него там как бы свое это развитие. Мы тоже можем в этом участвовать. И вот очень мне понравилось как бы выступление Ремигюш, который говорит о том, что именно моральное состояние, духовное состояние очень сложное у людей, которые перенесли коронавирус. И причем это даже сильнейшие личности нашего Кыргызстана, которые всегда мы на них ориентировались в эмоциональном плане, да, ну, можем судить по Фейсбуку, они пишут о том, что им очень тяжело.
То есть и кто-то, очень много сейчас публикаций, если вы можете видеть, может, нам надо как-то отследить какую-то общую, как это сказать, это не служба, может быть, вахта какая-то должна быть, что мы должны этих людей поддерживать, находить, поддерживать, потому что им действительно тяжело. Вот. И, может быть, какие-то программы на телевидении. Вы же говорили о создании роликов, да? То есть, может быть, нужно напоминать именно о том, что уныние – это грех, да, в любой религии, да, то есть как можно помочь, как помочь, может быть, даже вот специальную какую-то программу или встречу организовать по этому поводу с теми людьми, которые перенесли, да, в как бы сложнейшей форме, скажем, коронавирус, да, вот, и как они выбираются, и, может быть, специалистов именно психологического плана. Ну, вот, и психологов, да, это же не противоречит, да, религии никакой, то есть совместно, то есть и религиозные деятели, я не знаю, какое-то спонтанно такое как бы предложение родилось, но, может быть, попробовать помогать людям, то есть раз мы уже все вместе, раз мы проводим вот такую системную работу, спасибо вам за такую площадку, может попробовать и приглашать этих людей именно вот, чтобы они вопросы задали к хорошему врачу и так далее. Ну, я не знаю, как это правильно. Потому что, видите, люди сидят, говорят, можно ехать на Иссык-Куль, нельзя ехать на Иссык-Куль. Одни врачи у нас говорят да, другие говорят нет. У людей полная как бы прострация, да. То есть, а как на самом деле себя вести? Вот. И как думают, например, может приглашать их на какие-то добрые там встречи к священникам, я не знаю. Все. И всем счастливо. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое за предложение. Ваше предложение заключалось в том, чтобы приглашать тех людей, которые переболели тяжелой формой данной болезни, чтобы они могли поделиться своими эмоциями, впечатлениями или... Нет, речь о том, чтобы мы работали еще с теми людьми, которым действительно сейчас тяжело. То есть те, кто перенесли коронавирус, то есть надо работать с этой общиной и не задевали тоже вопрос вот этот люди, которые, скажем, не входят ни в какие общины, они же тоже как бы вот подвержены, им тяжело эмоционально, физически там и так далее. Вот. А насчет того, что не носить маску, если у вас есть лишние $1000, которые нужно потратить на лечение коронавируса, в общем, если так посчитать, не носите маски. Все. Давайте, счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Если есть еще желающие выступить, желающие сказать, пожалуйста. Если нет, то давайте мы уже подведем итоги сегодняшней нашей встречи. Итак, хорошая информация сегодня, достоверную информацию благодаря Нурлие Алмазбековне. И тоже своей информацией поделились представители почти всех религиозных сообществ, которые сегодня присутствуют, представители которых сегодня присутствовали. И мы хотели бы надеяться, что данную информацию вы поделитесь со своими прихожанами, в своем сообществе. Данное мероприятие записывалось, шла запись, и мы данное мероприятие будем выставлять на наши социальные сети, как я уже ранее сказал. И мы бы приветствовали, если бы вы могли распространять через свои каналы тоже данную информацию. И обязательно мы попросим Нурлию Алмазбековну поделиться презентацией, очень хорошей презентацией, и тоже поделимся ей с вами тоже. Да, и я хотел бы дать заключительное слово Шакират Тофтосуновой, представитель Алерт. Пожалуйста. Спасибо большое, Расул. Спасибо большое, вот, коллеги. Была очень, мне кажется, интересная такая дискуссия и презентации. Хорошие вопросы были заданы. Мне кажется, вот
те предложения, которые сегодня вот были, ну, во-первых, по поводу распространения в этой информации, именно такой достоверной, из первых рук, мы это сделаем. И я вот сейчас тоже коллег попросила сделать перевод презентации тоже, вот, Нурили Алмазбековны, потому что на кыргызский язык, мне кажется, вот здесь такая хорошая была очень информация дана. И вот именно то, что было тоже сказано со стороны представителей конфессий, да, такая работа ведется. Помимо этого, вот предложение я хотела ответить тоже на вот то, что Светлана предложила по поводу работы ну, то есть работы с теми, кто тяжело там переболел, у кого какие-то еще вопросы остались. Вот как раз-таки, может быть, мы можем организовать какой-то там, типа, наиболее часто задаваемые вопросы, да, и тоже, может быть, на нашем сайте, в соцсетях это разместим, чтобы были ответы со стороны именно, вот, опять-таки, с первых рук, со стороны медиков и официальные данные, да, вот. Я думаю, что вот это предложение, в принципе, можно будет принять, и вот, может быть, это хотя бы в таком режиме ответы давать. Вот тот же, потому что разные действительно ответы иногда бывают на тот же самый вопрос. Вот, кстати, вот то, что Светлана говорила по Иссыкулю, ехать или не ехать там, как долго принимать лекарства еще там, да, вот там кто-то говорит до месяца, там кто-то говорил 2 недели и так далее. То есть, наверное, нужно будет, вот мы постараемся это тоже собрать и дать. Плюс у нас будут проводиться еще вебинары, и, как вы уже заметили, мы тематики вебинаров, то есть в этом смысле мы несколько гибкие, достаточно гибкие, и мы смотрим по тому, какие вопросы встают и по важности. Поэтому, пожалуйста, вот я бы хотела тоже призвать к тому, чтобы, если вы считаете какие-то темы наиболее актуальные, да, то, пожалуйста, дайте знать. А вообще мы как бы определили 10 тем вебинаров, которые, вот, я не знаю, уже вывесили, да, и у нас там на сайте и в соцсетях, чтобы все знали, какие следующие темы. И если вы считаете, что, может, какая-то тема будет более важна, да, для вот того, чтобы для каких-то спикеров дополнительных, направляйте ваши предложения вот через WhatsApp нашу группу или по имейлу, как вам будет это удобно, Юле и Айпири или Расулу, да, потому что тогда мы можем это все рассматривать. Вот. А сегодня я просто хотела еще раз поблагодарить всех и наших сотрудников, которые организовали этот вебинар, Айпири, Юля, Расула, за очень хорошую модерацию, и всех, кто сегодня участвовал, выступал и отвечал на наши вопросы. И опять-таки мы будем размещать видео этого вебинара и распространять далее. Просим также по вашим каналам, может, по вашим сетям, именно эту платформу как можно более расширить, чтобы это доходило до тех, кому нужна эта информация. Спасибо большое. Спасибо большое, Шикрат. Всем удачного дня. До свидания. Спасибо. И последний момент. Да, Алексей. Отец Алексей. Вы не хотели. Последний момент. Да, прежде чем уходить, пожалуйста, могли бы все включить свои видео? Мы хотели бы сфотографировать всех вместе через Zoom. Шайста, пожалуйста, если возможно, включите видео. Джероваджи, Камиль Рузиев, пожалуйста, и Эльвира. Если возможно, включите видео. Мы хотели сфотографировать всех оставшихся в конце. У нас было в час пик 20 человек, но у нас осталось 14. Хорошо. 1, 2, 3. Можете так помахать. Так. Сейчас, секунду. 1, 2, 3. Спасибо большое всем. Всем спасибо большое. Будем с нетерпением ждать на следующих наших вебинарах вас. Всем спасибо большое. Рахмат. До свидания. Всем здоровья.